Дамы и господа, я рад приветствовать вас на канале Валитуда.ру. Как вы успели заметить, наше предыдущее видео оказалось пророческим, и в данный момент Хабиб Нурмагомедов уже сорвал бой и преклонил колени перед Тони Фергюсоном. Этот ролик рванул так, что YouTube убрал его из своего поиска, и просмотр теперь доступен только для наших подписчиков. Видимо, кому-то очень не хотелось, чтобы его содержание стало достоянием широкой аудитории. Именно поэтому я каждый раз не устаю напоминать вам о важности лайков и репостов. Но сегодня мы решили не наступать на те же самые грабли, провели работу над ошибками, заступили на темную сторону силы и пришли к выводу, что Хабиб абсолютно прав в том, что сейчас гасится от всех где-то в горах Дагестана. За окном зомби-апокалипсис, на завтрак, обед и ужин только гречневая каша, а в мониторах сплошной Хабиб Нурмагомедов в одно слово с маленькой буквы. Всего за неделю наш орел из героя превратился для многих в дрожащего труса, а хэштег «мышление очкошников» вырвался в топы Инстаграм. Именно так сам боец отзывался в волнении перед боем, в котором не так давно признался Дональд Серроне. К слову, известный как один из самых мужественных и подчас бесшабашных бойцов UFC, большой любитель выходить драться на коротком уведомлении за длинные чеки. Как тут не вспомнить известную сентенцию: зарабатывают репутацию годами, потерять лицо можно и за один день. А началось все с того, что 23 марта Нурмагомедов вернулся в Россию менее чем за месяц до боя с Тони Фергюсоном и в свое оправдание рассказал нелепую историю, рассчитанную разве что на людей с дефицитом мозга, но не учел того, что смотреть это будет не только основа секты свидетелей его легендарности. UFC сказали ему, что на 100% боя в Америке не будет, на 99% будет в Эмиратах. Прилетают в Эмираты? Ничего подобного. Оказывается, в Эмиратах на 100% не будет, на 99% будет в Америке. Вы что-нибудь поняли? И куда после всего этого летит Хабиб? Правильно, в Россию. Пришла информация от UFC, что бой 100% не пройдет в Америке. Они сказали, что бой пройдет, следующий бой пройдет, 99% он пройдет в Абу-Даби. За месяц до боя мы решили улететь в Эмираты, в Абу-Даби. Когда мы туда прилетели, нам сказали, что границы закрыты. Вас кинули, как лохов последних, как школьников. Сразу же возникает масса вопросов. Например, почему Фергюсон и остальные бойцы UFC 249 оставались на месте? Почему все знали, а Хабиб нет, что Эмираты вот уже как 3 дня не принимают иностранцев? И почему оттуда он сразу не вернулся в Соединенные Штаты? Не иначе, как коварные UFC специально направили хедлайнера своего единственного уцелевшего в коронавирусном хаосе турнира на другой конец земли с одной единственной целью – в 5-й раз сорвать бой с Тони Фергюсоном и лишить себя прибыли. Хабиб рассказывает, что весь мир сидит на карантине, все границы закрыты, без вазелина не влезешь, не вылезешь. И вот тут бы поддержать нашего прославленного бойца, рвущегося в бой, но куда там? Нашлось столько завистников, которые продолжали едва ли не пинками выпроваживать его из страны, говоря: лети дерись, мы тебе даже деньги на билет соберем. Дальше всех в этом зашел некто Александр Лютиков, решивший подло поинтересоваться в Аэрофлоте, можно ли еще покинуть страну, после чего познакомился с интеллигентным человеком, представившимся родственником Нурмагомедова. Здравствуйте, компания Аэрофлот, Татьяна, 78. Чем могу помочь? Да, здравствуйте, Татьяна. Подскажите, пожалуйста, а вот я смотрю, есть билеты в Нью-Йорк на сайте. Просто были новости о том, что закрыто авиасообщение. Хотелось бы узнать разрешение. Вы являетесь гражданином Соединенных Штатов? Нет. Или вы являетесь гражданином Российской Федерации? России, да. Одну минуту, сейчас уточню информацию. Ожидание, уточнила информацию, да, полеты разрешены. Ага, ну в том числе гражданам России, да, без проблем. Да. Все, спасибо большое. Ты попутал, что ли, свинота? Брать и писать 18 числа, если Хабиб имеет желание, он наберет по какому-то там номеру, чтобы из страны вылететь. Ты хочешь подать такую информацию, что Хабиб не имеет такого желания, что ли? То, что Хабиб внутри имеет половину, даже хватит, чтобы ваш ставить, понимаешь?
Включая всех, с кем ты знаком, и включая всех бойцов, у которых ты интервью брал. Вы что, совсем попутали, что ли? Я несколько групп людей останавливал, которые тебе хотели бошку п***ить. Вскоре шайтан-ковры действительно перестали летать над плоскоземельщиками, но в пресс-службе Росавиации подтвердили, что Нурмагомедов еще может воспользоваться услугами частного извозчика. То, что в США его пустят, зная связи Даны Вайта в администрации президента Дональда Трампа, в обход всех запретов, вытащившего из эпицентра зараженного Китая свою чемпионку Вэйли Жанг и доставившего ее на UFC 248, не вызывало ровным счетом никаких сомнений. Некоторые говорят, что мне надо сесть на самолет и улететь в Америку. Зачем мне в Америку летать? Для чего? И когда отступать, казалось, уже было некуда, Нурмагомедов решил разыграть последнюю карту – коронавирус, и самостоятельно отменил себе бой, не дожидаясь официального решения UFC. Вы не ослышались. Человек, который в разгар пандемии писал «Просто закройте нас с Тони на арене, и вы узнаете имя чемпиона». А позавчера утверждал, что готов драться, только скажете где, внезапно выставил себя жертвой суровых обстоятельств. В данный момент тоже в любом месте, в любое время я готов драться с любым соперником. Больше всего доставляет это эпичное «сижу дома на карантине», сразу за постами, где он бегает по горам и сидит в кафе, остебаясь над возможностью заразиться. А были еще объятия с друзьями и родственниками и походы на стрельбище. И это только то, что ускользнуло в соцсети. Хабиб так и не выскочил с Тони. Хабиб поймал тишину же есть и не знает, куда лететь. Все бойцы в США, Дана Вайт до сих пор клянется провести шоу, а один Хабиб сидит в Дагестане и просит скинуть локацию. Вот один задает вопрос, бой будет. Хороший вопрос, на который я не могу ответить. Все ученые мира говорят, сидите дома и не деритесь. Практически все говорят, что надо лучше дома. Так что я думаю, что стоит их прислушаться. Сдается мне, измену ты словил сегодня. Лютую. За более чем 10 лет работы в ММА-журналистике я не видел такого фантастического лицемерия и такого откровенного избегания боя. UFC в этой ситуации, конечно же, должны лишить Хабиба титула, как этого требуют болельщики, и разыграть его между теми, кто понимает, куда лететь и где драться. Иначе он окончательно потеряет право называться ММА-промоушеном и превратиться в цирк Шапито дяди Даны. А всех болельщиков, бомбящих сейчас в социальных сетях и обзывающих Хабиба, я призываю оставить его в покое. Теперь он действительно всем все доказал. И требовать от человека невозможного, а выйти против достойного оппонента и поставить на карту свои 28-0 для него немыслимо. Это, по меньшей мере, негуманно. Нурмагомедов останется в истории как первый бумажный чемпион, выигравший свой титул в бою с 11-м номером в рейтинге, защитившим от невыступавшего 2 года Макгрегора и стилистически удобного Порье, а после начавшего бегать от конкурентного Тони Фергюсона. И как он сам любит говорить, со всем этим ему теперь жить. До новых встреч!